Ассаламу алейкум, Алматы. Приехали в Алматы. Дождь идет, как раз очищается город к нашему приезду. Нас встретил Дархан ага. Ассаламу алейкум. Hoş geldinizler Алматыға. Рахмет. Вот на Лексусе нас встретил в аэропорту. Сейчас едем на квартиру, вот сняли. Так, послезавтра у нас ИСЭХ здесь будет, там посниму. Доброе утро. Первая ночь в Алматы. Вчера поздно вечером приехали. Сейчас уже солнышко. Сейчас посмотрим, что у нас за окном. Вау. Горы Алматы. Прям очень видно. Отсюда оказывается. Два окна в спальне. Вау, вот такой большой широкий паркинг ЖК Гульдер. Сейчас поеду в ЦОН оформлять ИИН и поеду в банк оформлять карту Каспий. Отличная погода сегодня. Айвар Баурым. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, қош келдіңіз Алматыға. Рахмет. Че? Бәріне сәлем, дорога. Ага. Саха халқы. Махтал. Так, вот с Айваром сели в такси, короче. Как вас зовут? Бауржан. Бауржан. Авай. Сразу, ну не сразу, конечно, узнала и меня, и Айвара, короче, оказывается. Молодец, я что-то смотрю, стоит, ребята знакомые. Ага. Я останавливаюсь. Да, что-то так говорю. что так. Взяли, спрашивают, ты откуда? Чуть лицо знакомое. Он говорит, я с Волгограда. Я говорю, Айвар. А вот Еркин, я их знаю, вот по этой смотрю, по ютубу. Да, Молодцы, ребята. Рахмет. Добро пожаловать тем Еркинге. Рахмет. Что, Казахстан, Алматыға қош келдің. Сол, Все. жақсы жігіттер. Аман болыңдар бәрі. Ой, это 100 тысяч. Ага. Раз, два, три. Так, 3, да. это получается 60, 70, 80, 90, 100, 200. В общем, обменяли деньги. Раз, два, три, 100 тысяч рублей дали, нам дали 489 тысяч рублей. Получается курс 489. И вот Айвар говорит, посчитай, говорит, а я говорю, так много не умею считать, говорю. Он говорит, сам посчитай, говорит. 7, 8, ровно. Вот Акша, Димак. Дима, короче, называется, да. Вот курс. Все, идем кушать. Так, вот пообедали с ребятами. Айвар познакомил с Думаном. Че, Айвар? Уру, я ехал с Ахаларом, Баурларом. Что хочу сказать, очень рады, что Иркын Иверстов посетил Алмату. Я сам тоже с Волгограда родом. 5 лет живу здесь, в городе Алмата. Очень мне нравится все. Очень рад, когда с Якутии приезжают. Я там знаю многих звезд якутских. Например, я знаю Хит Вайнс такие были, вайнеры. Потом сборную Якутии по КВНу хорошо знаю. Ну как знаю, в смысле, смотрю за ними. Вот, очень везде якуты такие активные по всему миру. Кешу Хабуева я знаю, он сюда приезжал, мы с ним здесь познакомились. Злой Мамбет, который. Да, Злой Мамбет. Главный Мамбет якутская. Да. Вот. Поэтому всегда очень рады. Приезжайте, қош келдіңіз. Рахмет. Я ехал, Саха Баурлармыз. Уехал. Передаю вам привет из солнечного города Алматы. Будем рады вас здесь всех видеть. Знаете, что у вас есть тоже братья, вы не одни, у вас есть родственный народ, казахи. Часто слушаю песню певца Легенты Орта Азия. О, мой земляк же с одного района. Да. Ну, соответственно, смотрим на YouTube разные видео. Пока что знаем только в едином пространстве, вот вживую с Еркином познакомились. Ага. Вот, частичку Саха он привез нам. Вот. Қош келдіңіздер Орта Азияға, Атамекенге. Добро пожаловать на вашу, можно сказать, прародину. Тоже ваша земля. Все, Рахмет, Базаржох, красавчики вообще. С таким интересом рассказывает про Казахстан, про казахов вообще прям. У него рот не закрывается, когда начинает рассказывать вообще. Айвар ему говорит, все, давай прекращай, говорит, давай рассказать. Просто этот,
Да блин, не хочу, кажется, сегодня настроение такое хорошее, это начало. Американцы, эти. Да, все нормально, братья. Молодцы. Короче, мимо шли по тротуару, вот стоит человек, который типа Эркин, Салем, говорит, привет. Как зовут? Айдун. Айдун, да. Вот, то есть я вот в очках иду, он узнал меня, оказывается. Сейчас смотрел до видео тоже. Конечно. Да, он Айвара тоже потом узнал. С России, а вот тут не, ну, он Волгоград. Сам рад откуда. Да, все, давай. Все, ребятами погуляли, пришел домой. Завтра едем на СФ. Алматы будем до 1 июня, потом с 1 по 3 поедем на Карчагай, на Канаев. Потом 3 поедем в Бишкек. И 4 поедем на Чолпоната. И до 10 будем там. Потом 10 по 13 будем в Бишкеке. 13 вылетаем в Новосибирск. 14 выезжаем в Республику Алтай. И 19 получается обратно и домой летим. Вот такой у нас план. Пока что, дай бог, чтобы все это исполнилось. Так, едем, короче, на СЭХ. Решили это детей оставить и поехать вдвоем, потому что холодно, дождь. И ради контента решили сами поехать. Машину взяли в аренду. Должен был участвовать на соревнованиях по Хапсагаю и по массрейтингу, но они начинаются по расписанию 13:00. Сейчас уже время, ну, опаздываем немножко, если там без задержки начнется, то не успеем на какой-нибудь вид спорта. Ну, я думаю, сначала начнется Хапсагай или массрейтинг, потом, ну, по очереди, наверное, будет. Вот. Мы же хотели, по идее, приехать на машине. Ну, я своих хотел отправить сюда на самолете, а сам хотел приехать на машине, чтобы вот такого не было, чтобы тут передвигаться на своей машине. Но не учли, получается, паромную переправу, она настолько открылась. А если мы ждали бы паромную переправу, то, соответственно, не успели бы на СЭХ. Поэтому было решено, что я докупаю билеты тоже. И на самолете переехали. Конечно, очень неудобно, у нас 3 детей. Ну, на такси тоже неудобно. Без этого специального удерживающего креста тоже передвигаться тоже опасно. Поэтому в следующий раз, когда куда-то поедем, только на своей машине поедем. Вот выезжаем из ЖК, получается. Из ЖК выезжаем. И там целый час до Первомайских прудов. Взяли машину до 23 тысяч тенге, сутки, получается, без залога, без депозита, без ничего. Но там одно есть условие такое не очень хорошее. Если даже ДТП попадешь, если ты даже не виноват, все равно типа ремонт возмещаешь, потом уже когда страховка возмещает им, и эти деньги тебе возвращают. Ну, мне кажется, это не очень хорошее условие. Я хотел даже отказаться, но мне сказали, что у всех так, поэтому пришлось взять. Думал, там дети будут мерзнуть, поэтому решили взять машину, но потом решили ее оставить. Проезжаем Алматы-арена, самая популярная спорт-арена, наверное, по всему Казахстану, где проводятся очень большие концерты, соревнования, ММА, промоушены, тоже здесь организовывают свои турниры. Вот впервые увидел, снаружи постоянно слышу, но вот сейчас впервые вижу. Большое красивое здание. И вот спереди стоит мечеть, тоже очень огромный, с золотыми куполами. Вот и приехали на Первомайские пруды. Хахалар будет хахалар. В национальной одежде ходят. Мы тоже, по идее, привезли с собой на всех членов семьи, на детей тоже. Но сегодня у нас непогода для нашей одежды. У нас летняя, легкая была. Поэтому сегодня оделись по-простому, по-теплому.
Короче, сыр у нас платный, 7000 тенге. На входе вот продают билет. Топло тұрар? Ага. Маны көремен барады да? Ага, мақтал. Вот, здесь украсили, короче, салама повесили. Вот ходят девчонки в национальных одеждах. Вот эти вот, короче, получается наши национальные эти салама. Нам, походу, вот сюда налево, направо. Походу, вот сюда нам надо. Трава влажная. Ноги, наверное, замерзнут скоро. Вот так, короче, надо делать, чтобы все было жақсы. Короче, тут ребята из тюркского разговорника, Нургунатаков, со своими этими, с гостями, типа прям сразу здесь же подкаст проводят. И вот зрители собрались, замерзшие. Одел национальную одежду. Вот один из организаторов, Михаил, мой земляк из Верхоянского Улуса, переехал в Алматы вместе с семьей. Ну расскажи, как тут у вас проводится, проходит? Ну, СВ вообще идет по программе, пока ничего не опаздывает, все нормально, все есть. Единственное, что плохо, вот, конечно, дождь идет, но нам не привыкать, мы люди такие. Любой праздник, это любую погоду это праздник. Вот. У нас получается, нам дали 5 конкурсов. И мы сейчас с женой вдвоем организовываем вот это 5 конкурсов. Да, организаторы. Вот. Призы очень хорошие. Якутия вообще суперски поддерживает нас. И классно. Пока идет все. Бережався. Да. У него, напомню, отец казах, он недавно нашел своих родственников. В каком городе? Это Жаркент город. Жаткент. Жаркент. Да, в Жаткенте нашел родственников отец спокойнее, да, уже, Да. Да. И с ними связь держишь, да, сейчас? Да, конечно. Туда ездишь к ним, по-моему, да? Обязательно. Вот только что приехали. А так сам живете в Алматы? Да, сами живем в Алматы. Ага. Здесь работаем, здесь живем. Все хорошо, все понравилось? Да, конечно. Сейчас. Да. Рекомендуешь тоже переехать сюда? Ну, да, конечно. Пожалуйста, приезжайте. Всегда рады вам. Все, давай. Будем сниматься, вы покушайте Так, сначала. тетю Наталью, наверное, мои подписчики, наверное, знают, помнят, да, она вот ее встретила, ну, позвонила нам, говорит, где вы, мы стоим, говорит, вот на отшибе стоим под дождем, говорит, она говорит, пойдемте к нам, шатер, говорит, вот. Какие вы голодные, мы Да, же вот так вот организовались, Да. вот получается, вот, ну, по группам, короче, вот так в шатрах сидят, кушают, короче, тюрюльга называется по-нашему. Да, и думали, кто же нас первым, думали, пригласит, вот, оказывается, конечно же, это наша тетя Наталья. давайте кушайте. Все, спасибо. Тут случайно встретил знакомого, старого друга, скажем так. Что рассказывай, откуда, куда идешь, как? Ну вот, сейчас мы в Алмате, Ага. приехали на УСЭХ, первый в этом году, получился у нас в Казахстане, Ага, еду с Дубая, ага. ездил на командировку по делам, и вот билет как раз совпал через Казахстан, поэтому вот решил день провести здесь со своими земляками, встретил тебя, тоже рад. Да, чисто случайно стою, Да, значит. вообще очень случайно. Да. С Максом знакомы уже давно. С Эркиным где? С Аркином. Да. Вот видите, как давно мы знакомы. Да. С времен Макса, да? С времен Макса. Да. Ну, кстати, Эркин тебе идет. Я смотрю его YouTube канал. Ага. Подписывайтесь на него, ставьте лайки, колокольчик. Что там Всё. еще говорят. Давай. Да, Махтал. Сахау на казах.
короче, Ол күрдік долларын төлеген әппетінен бейіккен Ильян Сағалан 2 сыл бұдын бұл үйек Алматы Саға Казахскай этни фестивалі әтәңге үйді тұра бұдыттан ген бейіккен мұнда үйрен ағай тұра бұд. Әлеуметтік желіде, Инстаграмда, ТикТокта бөлісуді ұмытпаңыздар. Жылдан жылға біздің этнофестивалімізді барлық халық білсін, Алматыға арнайлап келсін. Осы жерде барлығымыз тойлайтын боламыз. Деңгей өсуде әрине тек қана кішігірім бір ғана гольф клубтың жанында жасадық. Енді міне бір Первомайский пруттың алдында тұрмыз. Сондықтан міндетті түрде бөлісейік, осы жерде бірін-бірімізбен танысайық. Қанекей, оң жағымыздағы адамдарға қарап көрейікші. Так, зона фастфуда, короче, по-якутски называется Харчопа, Сыпсапас, утах, напитки, бузалар, итиас, типа горячая еда, казахтыас, но здесь никого нету, оказывается. И вот здесь сахалы-ас. Давайте посмотрим, что есть сахалы-ас. Получается, есть харта. Харта есть, пирожки есть. Печёночный торт. Печёночный торт бар. Исмина. Суп из потрохов, кора жареные, пирожки с мясом. Это типа якутская кухня, короче, у нас. Ну, очередь большая такая стоит. Так, здесь получается зона, где обучают по стрельбе из лука, из казахского лука. Вот наряд, вот и девушка стоит тоже. Инструктор изучает, показывает, как надо стрелять гостям. У меня тоже, кстати, есть лук, который 2 года назад тоже здесь в Алматы покупал. И здесь тоже очередь, короче, везде очередь. Вот девушка в национальной одежде. Это вам. Прям как тамирис современная. Да. Здесь, получается, продают казахскую этническую одежду, ну, с этно, короче, этим рисунками, получается. А там продается. Это тоже казахские, да, украшения, получается? Да, немножко похожие. Здесь уже, получается, сахалар, серебряные изделия. Қайда алып берген шөйді? Жукка. Роллар, да? Вот шөйбәт. Бері бар. Да? Абалар? Мен казахская деп ойым, Доғантық балалар бұл ақпатта? Тоқтарды бұл. Производителер бері бар бұл өлейін. Вы майгыныры, ты казахская мен ақылыға, да? Майгындер. Так, здесь продают, получается, якутские ножи, эти вот популярные, которые по всему миру. Их, оказывается, продают в Каспе. Этот магазин, да? Шарун в магазине продают. Marketplace, да, Каспе, как Вайберс. Можно в рассрочку до 12 месяцев. Рассрочка. Это какая цена? Это 90 тысяч. 90 тысяч тенге. 12 мм сталь. Без нержавейка. Да, нержавейка. Ага. А вот это более мягкая сталь. 65 когда, это уже ржавейка. Это сколько стоит? 70 тысяч? 70 тысяч стоит. Хомус? Хомус 70 тысяч. Хомус тоже 70 тысяч, тоже в кассе продается. Да. Все, что весь товар, короче, продается в кассе, да? Это отдельно. Это отдельно. Ну, кому надо, короче, кто у меня много спрашивать, я просто не мог перевести с собой. Ручная кладь у меня была. Ну, кому надо, можете в кассе заказать, короче.
начинается у нас соревнование. Сейчас сначала масс-рестлинг будет до 75 килограмм. Я буду участвовать в масс-рестлинге, но в Толстяга я, наверное, не буду участвовать, потому что холодно. Вот такой вот помост. Конечно, трава холодная. Потом без кидала жеребьевка хаганерер. Балста судейская и палакачу. Жеребьевка. Потом без кидала до 75 килограмм. Первый. Десятка. Эркин Буду участвовать в масс-рестлинге. Это наш национальный вид спорта, который сейчас уже международный вид спорта. Проводится чемпионаты Азии, проводятся чемпионаты мира, чемпионаты России. И скоро даже хотят его в олимпийский вид спорта его продвинуть. Поэтому это на каждом цехе он проводится, на любом цехе, да, это цех школы, цех детского сада, ну, везде, короче, проводится масс-рестлинг и хапсага, это база, короче. И люди специально на цех приходят, чтобы смотреть эти соревнования в основном. А так по борьбе не буду участвовать, потому что холодно, и я не хочу упасть на мокрую траву, а масс-рестлинг я попробую себя, потому что если не участвую на соревнованиях, то я как-то чувствую себя, как будто я не отпраздновал, короче, поэтому вот так. Первый раунд. Вторая пара. Короче, получается до 75 килограмм, но оказывается у организаторов нету этого. Весов нету, поэтому просто тупо просто так, короче, записывают от слов. Я вижу, что тут некоторые ребята крупные, короче, поэтому если проиграю, то вот так проиграю. Да. Ну реально вот этот реально выше 75 килограмм. Намсаран Мантаев. Давай, первый раунд. До 2 побед, короче, получается. Если 1-1 будет, то третья партия. Первый раунд. Первый раунд за Намсараем Мандаевым. Абылайхан слева. Кто за него? Эркин Эверестов. Вот он здесь. Первый раунд. Gönderin, aha. Orta duvar. Aha. Bastık round Erkin Everest'e valla. İkisi round. Round 2. Dara ikisi round. Erkin Everestov kayda. Ага, еще техникалар еще оловит Алахан. Молодец. Эркин Эверестов кайда. Солгы Сергеев Герман Хаусет Теркирер. Он Иван Алексеев. С правой стороны от нас. Раимбек Айбол из Казахстана. Недавно, говорят, в чемпионате Азии по масс-рейсингу занял 3-е место. Бронзовый призер чемпионата Азии. А это, получается, парень из Якутии. Я ему проиграл.
Засидалова. Давай, давай, давай. Айбол 1-0. Раймбек Айбол, видно сразу человека, ну, занимается профессионально, вот как берет захват, как обхватывает этот палку. Дышидалар ол. Герман дышидалар. О, тартар. Давай. Давай. Ой, щеки сегодня. Финал, блин, нам сараем. Хаттон бестедер дүкке келен хорттарын. Хаттон бес келеттер дүкке масс рестлинг. Бол, Женис Куттуболсон, чемпион наш до 75 килограммов. Ну скажи, откуда родом сам? Сколько занимаешься уже массрестлингом? Я вообще... Ой, брат. Да, нормально. Так, Айбол, Женис Куттуболсон, наш чемпион до 75 килограммов, где я участвовал в этой категории, он занял первое место. Ну расскажи, откуда сам родом, сколько занимаешься уже массрестлингом? Я Абайский область, город Аегос. Занимаюсь массрестлингом там 3 года. 3 года уже занимаешься? Где, в Алматы тренируетесь, да? Да, Алмата. Много казахов сейчас занимаются массрестлингом? Да, много. И какие у тебя достижения в этом виде спорта? Ну, Азиядан еще Чемпион Азии, бронзовый призер чемпионата Азии. Это вот недавно прошел, да? Да, недавно. Это вот первое твое большое достижение, получается. Да. Чемпион Казахстана, получается, ты? Да. И в чемпионате мира тоже участвовал? Да. Это где было последний раз? Ну, Хива, Узбекистан. В Узбекистане было? Да. Там якуты шанса никому не дают, да? Да. Но я думаю, вы скоро тоже будете конкурировать с ними. Как Кыргызстан сейчас хорош, да, в Азии? Команда Кыргызстана. И еще какая команда сейчас хорошо идет? Монголия. Монголия тоже хороший, да? Узбекистан тоже. Казахстан только подключается. Ну, желаю удачи, давайте тренируйтесь, потому что скоро масс-рейтинг же будет, в Олимпийских играх же будет. Да, будет. Да, поэтому давай тоже тренируйся, желаю тебе дальнейших успехов, побед в этом виде спорта. Да. И как узнал, кстати, что здесь будет СС и масс-рейтинг? Ну, через Инстаграм. В Инстаграме увидел, что СС будет, и там в программе видел, что масс-рейтинг, да? Да. И сюда приехал. Да. Один. Да. На автобусе. Да. И сейчас приз, медаль забираешь и на автобус садишься и обратно домой едешь. Да. Красава вообще, да, опять. Молодец. Андрей Константинович! Короче, вот этот парень опоздал на первом этом, до 75 килограмм он должен был выступить, но опоздал, поэтому сейчас участвует свыше 75 и на полуфинал вышел всех. Вот этот парень, этого большого парня Наримана победил, сейчас вот с ним. 62 килограмма у него только. Молодец, молодец.
Да. Это, значит, это, назовем провинция Самигрел, это там, где все люди, у них фамилии заканчиваются на «ия». Салам алейкум. Салам. До сих пор сидят, уже 3 часа, уже сколько часов. Все, брат, потом перекинь нашему монтажеру, вставь твой кадр, пиздатый фото будет. Да. Пронов Василий, чемпион свыше 75 килограммов. Поздравляю с победой. Он, получается, опоздал до 75 килограммов, поэтому участвовал свыше 70. А так, сколько весишь? 70 килограммов, но все равно занял первое место. Таких амбалов выиграли ребята, короче. Сам откуда родом и где живешь сейчас? Я из Сундарского Луса. На данный момент учусь в Туркестане. В Туркестане учишься? Да. Студент? Да. Какой? ГТУ. Какой курс? Нет, подготовительный курс. Подготовительный курс, да. Потом только будешь поступать, да? Да. И сейчас как? языки учим. Казахский, турецкий язык. Надо. Сам занимаешься мастерством? Да. На родине занимался. В детстве занимался, да? Да. И как? 7 класс. Как тебе Казахстан? Хороший город. Алматы. Хорошая страна. Люди хорошие, гостеприимные. Казахи принимают за себя, думают, что ты казах, наверное, да? Потому что у тебя глаза, я вижу, светлые, как, вылитый казах, короче, как будто, да? И волосы светловатые, такие, вот такой типаж же казахов же очень много. Еще сейчас домой едешь и обратно в Туркестан поедешь. Обратно в Туркестан учиться. Дальше учиться, да? Там сколько, Сахалар много, да? Да, 18. Студентов, да? И друг друга все поддерживаете? Да. Мы все вместе пришли сюда. Ну все, молодец, поздравляю еще раз. Давай, удачи. Давай, Ким. Слева Аян, справа Ким. Иккен обменниктар. Жара билер жандырды. Аяндар танıyorsa. Жара. Давай, Ким. Ben dolar kimne? Dostum. Kimne da? Kimne? Давай. Kim kırığı bırak tere tabarın. Jara. Ayaga. Vedaçlar barkıtta. Adam verin. Kimne vedaçlar? Bireme hay. Kas. Dördünü günde kaldı. Dördünü günde hasta. Kas kapıtını terin. 2 minuta kaldı. Jara примерно 2 minuta. 2 minuta 10 günde kaldı. 2 minuta 5 sekunda kaldı. 2 minuta 4 sekunda kaldı. 12 minuta. Kim yaka? Kolesnikov Kabal. Ayalga bir balla. Так, Васильев Ким. Тугора гынан надо. Тон время бар. Jara. Nece diyorsun? Jara Kim. Давай. Manna küsarı bir habat otur. Дыхание барда var manna. O, dıkaniye barada var diyor. Benim tüm istahını havı henine her. Jara. Rahat Kim. Rahat bir. Odan bir. Rahat. Kapsakay kapsakay cümler körünleri gör. Ayalga kim Allah? Ayağlı kim Allah? Давай, Kim. Давай. Kim? Kaç minuta kaldı? Pardon. Baltara. Baltara. Minuta 4 sekunda. Evet. Sıfırıyor var. Etililerinden takı vakti haca kutu körünleri buluyor. Pıta hoşunluk mu? Rahat bir. Şoska taktiği kirsi bu oturun. Ergen bir. Kim takımı? Minuta kaldı. Давай. Kim давай kişi. Kim? Давай вперед, дыхание нас. Давай. Турция. Давай. Турция тур. Турция сağ. Türkiye'ye tur. Давай Kim. Давай Kim.
Вот такая современная одежда мужская. Такие нарядные пацаны, как ковбои американские. Это, получается, специально заказывали, да, чтобы сюда приехать, да? Прям в Якутии заказали или где-то здесь? Ты здесь заказал, да? Вот и ребята из Якутии заказали, вот шапки у них тоже вот из конского хвоста. Сапоги тоже у двоих. Ну, у него в следующем году тоже будет, да. Все, молодцы. Красный вот. Синий он, замены не будет. Дарья, князь Арман дергает. Чувствует, что он тяжелый. Почувствовал тяжесть, всю тяжесть. Княжеского Мономаха. Давай, за князя! Да, казахи ребята тоже приехали на СС, участвуют. Арман сейчас будет за бронзу будет. Да. Короче, он в полуфинале проиграл, сейчас за бронзу будет выходить. Против... Я вам просто правила не знал. Да, ну, да, чуть-чуть проиграл, короче. Случайно проиграл. Айхан, братан! Давай! Айхан, давай! Айхан Декин! Айхан! Давай, Айхан! Давай, Катан, бери! Спокойно! Давай! Еще! Давай еще! До 5 баллов и 5 минут! 6 минут! Давай! Дергай! 6 минут! 6 минут лапет! Ванна до 5 баллов, доктор! Жарай, Айхан'ın бердere! А теперь пошумим за князя! Зато князь за всех вас! Давай! Молодцы! Ты тайбоксы приемы! 5 минут! 5 минут осталось! Минута прошла! Дара! Айхан Каева! Кая! Давай! Вот торгенелер еще! Князь не так уж и прост, но Айхан тоже хорош. Кызылгабал! Айхан Габал! 2 балл! Давай, казахи не сдаются! Давай, тур! Отсюда! Ё-моё, чуть-чуть. Чё, хорошо, да? Большие, да? Мы тоже подрастем, потом выиграть будем, да? Да, немножко. Ну, молодцы.
Sipsi biber. Bey. Jalatan hüdace. Bir ortaolus. Jone herkete manna mustuğu pıhla. Doydum salgına. Tüyünde bir gemuk bakayım.
yakta, terga yakta, karar tamları. Tuğlamın garına bin, doğru hirge bıstapı, dalama sırdı, dünya unalar, ıcıstır bı, derüster konular, bu bir hirge payıpı, yengi aksırdı, taptalak yüreği, tayıpı kurduk, bari terkayı görenler, o meyhine gani bir hirgini bari sağırlar, umusu bu kestenler, eller üler sütüler, böyle bir de ağır yapı dolu bir yer, ağır bakıntı, akapın adımın gila bin, kırıkların arot, hayda kurgun dolar arot, satarot, kim taksi, ayağın duru, olarları unukubu salgana bari kulu, kolları dinle, sili gile, yüne şendiye, arasana elbebe, diye domin dolarım, kerem domin, saydum saygıda, tek sakladın, her bakan biri daha bir tayabın, biraz kesin, ondan öyle beni dünyama Так, с ребятами поужинал, они поехали домой, а я еду за другими ребятами, потом съедем в одно место, Китай-город, это якутский ресторан здесь, в Алматы, там типа автопати будет, говорят, пойду немножко поговорю с ребятами и поеду домой. Все, всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Еще будут выпуски из Алматы, из Иссык-Куля и из Алтая. Все.